Сегодня редко кто не опоздал на работу. Выходить на улицу опасно и пешком, не говоря про авто. Фаткавказ утром была словно настоящая ледовая арена. Без коньков никуда, а без зимней резины уж точно. Еще вчера было по-весеннему тепло, но погода резко переменилась. Утро для многих автолюбителей началось с разочарования. Водители фур решили не испытывать удачу, а потому притормозили. А легковушки снизили скорость до 30-40 км в час. Под перекрестка Карабулака, вот я доехал до Тушоля, я насчитал 2 аварии уже. Большие грузные машины вообще ехать не могут. А чем дальше, тем разбитых авто больше. Это видно по любительским кадрам. Еще одна авария, еще одна разбитая машина. Не повезло сегодня и водителям общественного транспорта. На поворотах, тем более, Но то, что на муниципальных дорогах скользко, вина местных властей, на балансе которых и стоят транспортные артерии. А вот за региональные и межмуниципальные дороги отвечает Ингушавтодор. Здесь, по словам представителя ведомства, дорожники начали работу еще с раннего утра, а потому никаких эксцессов не возникло. Были проведены промежутки с 6 утра до 7, когда образовалась гололедица. Были проведены соответствующие работы на автодорогах в Сунжинском районе, Молгобекском, Назрановском и в Джигарском районе по подсыпке указанных автодорог соответствующей пескосоляной смесью и другими материалами противогололедными. К внезапным капризам стихии здесь оказались готовы, подготовились загодя. У нас задействована дорожная техника, это 28 единиц на этот год выделено. Туда входят у нас и комбинированные дорожные машины, КДМ они называются, автогрейдеры, бульдозеры и прочее. Также у нас в этом году выделено около 6000 кубометров противогололедного материала и пескосоли. Это 100% от сезонной потребности. А между тем сотрудники госавтоинспекции еще регистрируют факты аварий, которые произошли за этот день. Проблема еще и в том, что многие автолюбители слишком быстро поменяли зимнюю резину на летнюю. Конечно, некоторые водители уже, наверное, переобули свое транспортное средство на летнюю резину, но они это сделали поспешно в связи с тем, что сегодня видим, что водителям было очень трудно себя вести как участник дорожного движения, поэтому просим себя оберечь, свои транспортные средства переобуть на зимнюю резину и все-таки понимать, что погода говорит нам, как мы должны себя вести. И, конечно, самое главное – это соблюдение скоростного режима, интервала, дистанции, для того, чтобы сегодня, если один транспортное средство начнет торможение, другой водитель смог среагировать и остановить транспортное средство. Впрочем, холода пока не спешат отступать, поэтому начеку нужно быть всем. Метеорологическая обстановка на 15-18 февраля прогнозируется облачное с прояснением, местами небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер в горных районах у нас прогнозируется до 30 метров в секунду. Температура ночь от -1 до -6, при прояснении до -10. Днем -4 до +1. Одним словом, февраль обещает быть морозным, поэтому сотрудники МЧС призывают не вестись на обманчивые солнечные деньки и следить за прогнозом погоды. Зелимхан Колоев, Асхабила, Киев, Новости 24.